Творческое объединение «Близнецы» и компания «Ова Медиа» представляют Константин Куцевалов, Сылдыс Калынду и Алча Оржак в Шуде-шоу «Тувинское время». Вы смотрите «Тувинское время». Это Шуде-шоу, как любит говорить Алча Николаевич. Меня зовут Константин Куцевалов, это Алча Оржак, это Сылдыс Калынду. И сегодня в гостях у нас Тимир Салчак. Он фотомастер, фотограф. Ну, наверное, фотографы предпочитают, когда их называют фотомастер, да? Да? Первый раз видел. Впервые, да. Фотомастер. Мне как на Гагарина. один фотомастер говорил так, что типа я фотомастер, а не фотограф. Алкаши их что Хотя он называть фотограф. пьяный мастер. Что с тобой в последнее время произошло интересного? Или, может быть, у тебя какие-то планы впереди? Пожалуйста, поделись с нами, со зрителями. Всем здравствуйте, всем привет. Вот это сложно, кстати. Говорить? Говорить? Да, говорить и... Думать одновременно. Думать, да. Ну, у меня потому что в последнее время только обработки идут. Дома сижу. Подожди, ребят, вы кого нам привели? Обработки — это когда фотографии обрабатывают. Да, надо. То есть ты, получается, снимал какой-то период времени, и сейчас обрабатываешь? Да. А сколько ты снимал? 20 лет? Нет, весь декабрь накопилось прилично, и весь январь я, получается, можно сказать, работал. Короче, новогодние праздники, все, это все материал, а потом после новогодних каникул сел за работу. Да. А вот считается раритетно фотоаппарат «Зенит». Ненавижу «Зенит», но фотоаппарат, наверное, фотоаппарат, наверное, хороший, да? Да, хороший. Вот некоторые до сих пор фотографируют на пленку. Да, прикольно, круто. Зачем? Сейчас же прогресс. Ну нет, там тоже свои фишки, какая-то изюминка, своя картинка, такая винтажная, можно сказать. Фотографировать на пленку. Есть мастера в Кызыле, которые тоже на пленку до сих пор работают, заказывают распечатку в других городах, там на профессиональном оборудовании, японском обычно, и приходят. Мне кажется, опасно для фотографа и вообще для тех, кто сотрудничает с фотографом, чтобы он их фотографировал, распечатать где-то фотографии, а вдруг какие-то люди, которые делают распечатку фотографий, проявляют, салоны какие-то, работники их могут себе какие-то фотографии оставлять. Тем более много же топлес там фотографий девушек, ну и мальчиков, наверное. По-моему, они все в Инстаграме топлес эти фотографии. Откуда у тебя столько знаний про вот это все? Ну, что я раньше распечатывал фотографии. Ну, не топлес, не свои. Все же раньше ходили. Мне просто там люди потом Костя на фотографии топлес видят и глаза себе выкалывают, начинают. Слепнут просто. С ума сходят, в окно выходят. Костя! Что там? Куцевалов принес опять топлес фотки. Фотографию проявлять. Нет! Сразу закрываются, заколачивают окна, двери. Шел. Спасибо. А где вот... Николаевич просто видел меня топлес. Ну, не пали. Нет, как бы, ну, в баню же тоже ходят мужики. Ну и не мужики. Да, и вот мне кажется, есть же какие-то утечки, да, наверное? Никогда не сталкивался, кстати. Я думаю, там тоже все равно есть какая-то этика, какие-то правила, где вряд ли там. И, кстати, часто автоматизировано, вот я слышал, например, есть именно по цифровой фотографии, там есть готовые сервисы, которые уже роботы все распечатывают и помещают в конверте. Мне кажется, люди даже и не видят эти фотографии. Ого, уже роботы распечатаны. Да, там напрямую через сервер. Можешь без палева нести свои топлес фотографии. Да, я думаю, это какое-то больное воображение у человека должно быть, чтобы разглядывать каждую фотографию. Там 1000 фотографий принесли тебе, и ты такой... Это уже конвейер, просто они уже насмотрелись. Да. Конечно, в свое время, в 90-е, когда ты распечатывал, позитив — это хорошо, но расскажи, что тебя волнует, что тебя, какой вопрос тебе бередит, не дает спать просто. Мне кажется, да, меня волнуют, кстати, вот эти вот заказы, которые я долго не отдаю, честно прям. Я вам честно не отдаю эти заказы. Но я волнуюсь. Я волнуюсь, да. Знаете про Вы это. меня волнуете.
Какая свадьба уже у вас золотая? Ой, я сейчас закончу скоро. А у тебя какой фотоаппарат? Canon? Canon, да. Вот у меня тоже Canon есть. Молодцы! Может, там если бы у меня Canon был, я бы с вами со всеми поделился бы. Жаль, что у тебя нет Canon. Ну, про историю, да, вот. Ну, то, что так-то вначале уже тема зашла, что надо рассказать о том, что волнуешься. Ну, реально, да, кстати, вот я поэтому волнуюсь. Просыпаюсь каждый день, у меня одно и то же в голове. Скорее всего, отдать. А что мешает? Ну, это не быстро делается из-за этого. Я стараюсь как можно скорее, но все равно приходится ждать. Короче, чтобы было хорошее качество, нужно немножко подождать. Да, да. И спасибо всем, кто ждет. А какая-то такая, ну, глобальная общественная проблема. Это, кстати, большая проблема, кстати. У нас есть некий чат фотографов. Джеки Чан? Джеки Чан. Нет, ничего. Некличный Джеки Чан, понимаешь? А есть такое на съемках там в студии, ты дай мне страсть, там покажи мне там тигра, тигрицу. Да, как ты говоришь так, да? Да. А можешь немножко вот, давай ты... Вот эта модель? Да, как будто это модель, а ты как будто его снимаешь. Чтобы все поняли, что это мужчина-модель. Как ты работаешь? Извините, здравствуйте. Подожди, сядь нормально. Вот. Мне можно фотографию на паспорт, пожалуйста? Не, на паспорт там по-другому будет подход. Давай, для жены. Для жены? Да, там что-нибудь. Ты командуй. Ну ты команду говори, что мне делать? Нет, сначала будет мягко, я должен чуть-чуть как бы прощупать. Давай, я на все готов. Хочешь это? Это прелюдия, да? Давай. Ну, сначала, ну там просто объясняю, как сесть правильно. Объясняй. Ну, вполне классно сидишь, да, давай начнем так. Да, то есть я делаю чикун, кадры, да, потом... У тебя фотоаппарат, да, так работает? Поэтому недолго жду. Он пока рисует, что запомнил. Потом нормально рисую, сидишь. Чикун. да, потом У меня прошу Повернуться. да, что-нибудь повернуться, Может, вот сесть. так вот сесть? Господи. Ну, почти. Господи, как это развидеть? Сейчас кто-то вспомнит фотографии, когда я приносил. Давай. Ну да, вот как, повернуться, да, вот так? Не, ну то, что тигр, покажи тигра там, да, покажи льва там. Беззубого. Не, давайте животных, которые в Туве есть. Что тигр? У нас нет тигра. Кошку, кота твоего. Легко. Прям он все время спит у тебя. Не, покажи козла. Ну давай, я не знаю. Он сидит где-то там. Ну, редко так, конечно, обращаюсь. А как его посадить, чтобы он прям хорошо сидел? Ну, слишком глубоко сидит. Например, во-первых, да, чуть-чуть сюда накрывать, да, живот, да, такой плечи, да. Я так на брюхо это немного облокочусь. Вот так облокочусь. Да, можно, да. Я чуть-чуть отойду и сфотографирую, будет классно. Потом можно посмотреть какие-нибудь стороны. Через полгода ты получишь свою фотографию. Не, к 60 годам. И, ну, разные взгляды в сторону, вниз, да, загадочный взгляд. Там, и иногда что-нибудь подурачиться Фотограф прошу. должен быть позитивным, да, вот как ты, улыбчивым, хорошим Да, настроением. желательно, А да. то некоторые есть очень угрюмые, я не буду называть фамилии. Ну, да, надо как бы расположить, то есть надо улыбаться. Бывают такие моменты, что вот она прям, ну, какие-то курьезы прям вообще. Да, вообще. Там шла, допустим, об лампочку ударилась, башку разбила и умерла, допустим. Ну, прям умерла не было. Пару раз попадали. Были, да, случаи. У нас вот недавно обвалился потолок и по голове заехал. Вот это, как и фальш-панель, как называется эта штука. Фальшивая панель. И я не знаю, короче, какие из плиток состоит, да. Потолки, Да. там У нас навесные. фальш-дома есть некоторые. Да, был такой случай, да, упал, падали невесты, там много курьезных, да, там где... В объятия других мужчин. Нет, просто во время... Бывает, да, там, как сказать, засветы, да, сказать, когда в прыжке там платье слишком высоко задирается. Ну, в принципе, я их с лета удаляю. Зачем? Ты мне отправляй. Не, просто... Да, будешь. Но бывает, да, курьезы бывают. Бывает, там штаны рвутся, на попе рвутся, там...
О, бывает. Да, Сэлдыс знает про это. я тоже об У этом него как-то на КВН во время игры штаны порвались. Там когда он задание танцевал. какое-нибудь присед, и такой бдышк, и там порвалось, Да. Или там посмотреть силу жениха, и он там под Лену как рубанет, и тоже сзади Да. рвется. Это все один человек. Вот. Да, такое бывает. Ну, много реально смешных. Бывает, стоишь, прячешься за фотоаппарат, смеешься. А ты не прячься, ты прям убирай фотоаппарат и пальцем. Лошара! Бывают и трогательные моменты. Тоже стоишь за фотоаппаратом. Там, плачешь? да, и чуть ли не плачешь. А ты убирай, что делаете тут? Сэлдыс, ну, давай ты рассказывай, что тебя волнует. Сейчас стала активно муссироваться тема в интернете и вообще в обществе у подростков, у каждого подростка почти старше 1 года подростка появился Старше телефон. 1 года? Ну, у каждого ребенка, имею в виду, у каждого ребенка старше 1 года малолетнего. появился телефон, и стал вот распространяться такой вид, скажем так, преступления, да, как кража мобильных телефонов. То есть постоянно, то есть кто у кого-то отжал. Это Было. вообще с появления телефона. Но появление Это даже не телефона- просто появление сотового, а с домашнего даже. Нет, а тут ты видишь, какая штука, что Дай теперь, позвонить, заходит тебе домой. теперь этот телефон, он же не только звонит, он играет, отправляет, ну, можно снимать видео. И сейчас получается век, Точно, я не да, знаю. век цифровых технологий, и любой твой проступок, он будет где-то записан. И то есть это раньше вот ты день своровал, да, помнишь? И это где-то в архиве лежит, через 5 лет уничтожается, ты приходишь, устраивается там в органы, и все, ну, как будто бы и не было, да, твоего проступка. А сейчас в архиве хранится, в базе, это никуда не сотрется. Что хранится-то, я не понял. Твой проступок. Какой? Преступление. Воровство. Ну, допустим, если ты был административно привлечен к Которое ответственности. доказано. Доказано, конечно. Ну, тогда это совсем другое. Ну, я и Судимость, говорю, короче. что- Вот, а телефон такая вещь, которая есть у каждого. И, ну, и слямзить его, ну, очень просто стало у людей. Я сейчас расскажу историю о том, как я в детстве предотвратил воровство. Представляете, какой я молодец был. Просто Вот. побежал и стуканул. Она такая не сильно интересная, но я ее расскажу все равно. Интересно последствия, которые были у меня. Значит, стоим мы... Через 20 лет тот человек вышел и ищет теперь тебя. Нет, стоим мы с одноклассником, был класс 3, 4, кажется, в магазине. А там был такой магазин, где продавалось одновременно и украшения золотые, и сникерсы, и тетради. Ну, Короче, ювелирно-продуктово-канцелярские реально товары. какой-то такой магазин странный. Сауна налоговая еще, наверное. Раньше Да, такие да. были, да. Раньше там прям все продавалось. Прям, Часы продаются, вот, бывают такие. значит, витрина, тут кольца, сережки, тут, значит, сникерсы Марса, тут тетрадки, ну и дальше там до алкоголя. И вот мы стоим, значит, одноклассниками и видим, что какой-то человек с проволокой утаскивает оттуда сережечку, потом вот эта штука, как называется? Ожерелье. Подвеска, наверное. или- Ну, цепочка. Мы стучим на этого человека, предотвращаем воровство, ну, его берут, все, нам дают, значит, пикник. Вы увидели, как это делается. Да, вы увидели, как это делается. Нам дают батончик шоколадный. На всех? Ну, вдвоем мы были, получается. А мы же такие года были голодные, ну, шоколадный батончик Вы круто. даже разворачивать не стали. Нет, а он отдал его мне на хранение, потому что звонок прозвенел, мы на перемене были. Ну, и я говорю, ну, половина же моя, я же могу ее пока потихоньку скушать. И начал я, значит, кушать, и до конца урока весь батончик съел. В крысу заточил его. И получается, я и... И стукачи крыса. И стукачий крыса, да, получается. Вот, поэтому, дорогие ребята, делайте добро, но никогда не делайте зло. Такая логика.
Да, были голодные. Да, это реально были по какие-то... нам не скажешь, что мы вообще когда-то голодали. Это какой, 38-й год? 98-й, наверное. 1938 год, когда там... Или хрущевская это кукурузная политика? Нет, это 98-й год, когда был пик вот этого кризиса, коммунизма у меня. Вот, и я маленький ребенок, ел, и все съел. А второй маленький ребенок просто обломался. Видно, что ел. До сих пор ест. Ездили мы недавно в 17-ю в новую школу в первый день, когда там начали дети учиться. Приезжаем... Дети. Ети, но... Дети. Ну, и там детей много, ну, в школу. Я бы видел, там пенсионеры одни. В школе 2 директора. Представляете? Как у нас, да, было раньше, типа Путин и Медведев. Так? Наверное. Нет, там прям реально 2 директора. Там 2 директора в школе. Там не завуч рулит, один а на 2 первом директора. этаже, второй на 3-м. А на втором, типа... На втором нет анархия, директора. да? Баталия. Хаос. Оказывается, что 14 детей 14 школ уже перевели в 17-ю, И там но они не директор стали остался. учениками 17-й школы, они отдельно существует 14-я школа, просто здания у них нет, они как будто бы арендуют. Поэтому в школе директор 14-й школы на первом этаже, а на 3-м директор 17-й школы. В 17-й школе учится 250 примерно человек, а в 14-й 1500. Если они пойдут с школы на школу, то 17-й огребет, да, Да, получается? тем более там первоклассники. Тем более. Безусловно, огребет. Столовая на 250 мест. О чем это говорит? Что на 4-ю школу вообще никто не рассчитывал. Просто так запустили. То есть нас сначала сводили к одному директору, мы сначала не поняли. А потом, ой, наш же директор другой, он там сидит. Мы только потом въехали, что вот так бывает. Такая ситуация, ну кто не знает, вот знаете. Не вот, что тут поучительного-то? Да ничего. Просто 2 директора, это интересно. Нет, я думаю, что вот из этой ситуации, когда 2 директора, можно Извлечь выгоду выгоду. извлечь. Совет да. директоров, да, сделать? Нет, идешь, говоришь там, вот меня отпустил, кто? Директор. Какой, пока разберутся. Пока разберутся, Уже а то аттестат выдадут. Да. Можно из школы в школу переводиться. Просто из одного кабинета в другой переходить и все. Я ухожу из этой школы и просто на другой, на первый этаж просто спустился. Ага, если ты в 11 классе, и куда ты переведешься? В 1 класс. Если в 17 только первоклассники только. Ну и у меня была, кстати, такая мысль, что если бы вот я заново учился, я бы учился на 5. Ну, если бы сейчас, да? Да. 1 + 1 – 2. Молодец, Колынду, садись, 5, да? Смотри, 2 + 2 – 4. Это, наверное, кто-то бы все равно лучше него учился. Но сейчас дети же умные все стали. Вообще, Чересчур. чересчур. Все такие поняли. И каждый о своем ребенке думает, сидит. Вот скотина. Да, моему ребенку 14 лет исполнилось, и он скоро получит паспорт. И он А потом это... получит. И ремня получит. Нет. В честь этого Макаренко читал я. Макаренко. Нельзя так. Сухомлинский. Да, Сухомлинский. И что, почему нельзя? Ремнем? Ну, конечно, можно. Что нельзя? Произошла такая история, что я зашел в магазин, покупаю хлеб, и там же есть полки добра, которые, как называется, да? Добра. Ну, бобра у тебя бобра. Вот, и я стою, смотрю, заходит мужчина, ну там прям неплохо одетый такой, все. И женщина купила там 2 пакета. Один пакет она поставила на стол, где там упаковывается, там, а другой она взяла пакет и выкладывает на эту полку добра. И смотрю, мужчина шел, уже почти зашел в продуктовый отдел, разворачивается, смотрит эту картину, берет хлеб, батон, что-то там еще взял и ушел. А человек Мужчина, видно, что, да, видно, что да, прям нормально одет, там не видно, что прям с голоду умирает, там, понимаешь? И я вот подумал, и как бы у всех духа не хватило его остановить, а я стою в конце очереди и говорю охраннику, говорю, что ты не тормозишь, ты видишь, говорю, что происходит?
Охранник такой, типа, чё там, чё Орсен, типа. Ну тут да, охранник, наверное, прав. Нет, да, конечно, ты же не будешь проверять, какой у него социальный статус, там, как он, может он реально, ну просто, может одежда у него осталась в прошлой жизни, там, может обанкротился, да, вот. Или он да. на такой же полке добра взял одежду в магазине одежды. Хотя, наверное, такого нет. Может, нет, просто бывает такое, что человек мог обанкротиться, да, там, каким-то образом жизненная ситуация привела его именно к такой. И я вот тогда понял, да, может он реально нуждается просто. И хочу вот сказать, да, давайте не будем судить по одежке, да, реально, вдруг человеку реально вот это вот очень тяжкий момент в жизни, и у него нет возможности приобрести там даже вот хлеб. Буквально в середине января сходил к стоматологу, а у меня был зуб мудрости, который лежал вот поперек, вот так, в челюсти, можно сказать, его не видно было, он там отдыхал. Низ рос? Не, бочком. И он вообще не прорезался? Да, бочком рос и плюс не прорезался. То есть его выкапывали оттуда. Что-то не мудрый никакой зуб, на самом деле. Ну, вроде как мудрый считается, который там крайний, да. И 3 часа его оперировали. Зуб. Да, чуть не помер. Но благодаря мастерству и таланту стоматолога Буяна Васильевича, Васильевич вроде, надеюсь, не путаю. Или Василий Буянович, ну. Вот. И да, он меня, можно сказать, вылечил. И я болел прилично, да, вот это очень тяжело. Вот и, ну, мораль того, что желательно зимой их не удалять. Вот я столкнулся с этим. А вы на улице, что ли, делали? На улице, да, у меня нога замерзла. Чтобы обезболивать его просто в снег, как у Нави. А можно травматолога из Ожогового еще пригласить? Респект дня. Я бы выразил респект тем людям, которые помогают людям. Вообще коротко, да? Но я имею в виду те, которые ставят продукты на полки добра, вот эти. Мне кажется, это очень... Ну, исходя из сегодняшней... Ты хоть расставил продукты на полку? Слушайте, я, по-моему, 1 раз это делал, и то... Забрал потом, да? Нет. Забрал. Такой вышел, вот такой. Он откусал, короче. И то это... Облизал, да, и положил. Мороженое просто. Эта акция, мы с другом... Просто мусорку не нашел. Короче. С другом подошли, типа, ну давай поможем ребятам. Ну, то есть я от всей души сам ни разу так не делал, а чего я Жвачку стыжусь. положил. Чего я стыжусь, и надеюсь, в ближайшем будущем мы все исправимся. Мой респект я хочу выразить кондукторам общественного транспорта. Мне нравится твой респект из передачи в передачу. Вообще тем, про кого речи не было. Тут понятно, тут какие-то же есть истории о людях, которые озвучала в передаче. А я хочу сказать тем людям, которые не озвучиваются в нашей передаче, допустим, кондукторам любого нашего городского транспорта, вне зависимости, у нас его немного. Вне зависимости от автобуса, это маршрутка. И все. Да. Вот, потому что люди работают на очень тяжелой физической работе и эмоциональной. Потому что пассажиры бывают всякие, они бывают и тоже накаленные, тоже, и они срываются на ком? На кондукторах. Потому что первый попадается под руку вот именно они. Ну и кондукторы тоже за весь день накапливают негатив и приносят его домой. Это тоже хочется пожелать, чтобы народ относился с уважением к рабочему вот именно такой. Я, кстати, постоянно вот эту историю видел, когда человек там, ну, в 8 утра протягивает этому кондуктору бедному там 500 или 1000, а потом еще возмущается. Что сдачи нет. Где моя сдача? Ну, Извините. они рассчитывают на то, что он сейчас сдачу мне не сдачу не Да, получу, я бесплатно. типа проеду. Хочу выразить респект фотоаппарату Canon. Прикольно. Потому что у меня тоже фотоаппарат Canon. Я хочу выразить респект нашему гостю Тимиру, потому что он очень позитивный. Мне нравятся такие позитивные люди, которые все время улыбаются, которые вносят в нашу повседневную, иногда даже серую жизнь больше позитива. И мне кажется, твоим клиентам очень повезло с тобой, потому что с тобой приятно общаться.
иметь дело, видимо. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну, не знаю, поблагодарю врачей вот, за их профессионализм, за их труд. Также очень сложный. И также я считаю, что именно в Туве ну, вообще услуги, ну, например, даже стоматолога, врача, они недооценены. Вот. Учителя, ну, тоже ведущего, даже артиста. Шахтера. Не знаю, фотографа, видеографа. Мне кажется, каждый респект достоин быть респектом дня. Да, это тот случай, Кроме когда каждый Да. Спасибо, ладно, хорошо. Ну, на этом мы закругляемся. Спасибо Тимиру, что пришел к нам, выделил время. Спасибо, Тимир. Хотя Спасибо. у него очень много работы, клиенты ждут, но он пришел, все-таки с нами пообщался, посмеялся. Спасибо вам. С вами были Алча Оржак, Сылдыс Калынду, Тимир Салчак и Константин Куцевалов. Пока.